Приветствуем! Сегодня у нас погружение в историю и археологию Кыргызстана. Будем разбираться с тайной древнего города Чигу на Иссык-Куле. У нас тут материалы из книги Макринина и Плоских, ну и заметки Семенова-Тяншанского о его поисках. Попробуем понять, что вообще известно про этот город, почему его звали городом Красной долины и, собственно, где он мог быть. Да, Чигу — это, знаете, такой исторический ребус Иссык-Куля. Легенды, китайские хроники, потом уже археология — все это переплетено. Особенно, когда пытаешься понять, где же он точно был и что значит это название «Город Красной долины». Вот давайте с этого и начнем. Что такое Чигу? И откуда название такое? Интригующее. Ну, если верить китайским летописям, то Чигу, или точнее Чигужен, что как раз и значит «город Красной долины», это была ставка, столица. Столица могущественного союза племен Усуньи. Они как бы контролировали весь бассейн Иссык-Куля. Это примерно со 2 века до нашей эры и потом еще лет 500. То есть серьезный центр был. Очень. Есть даже известный факт. В 107 году до нашей эры китайскую принцессу выдали за правителя Усуней, и для нее в Чигу, представьте, целый дворец построили. Само название «Город Красной долины» почему так? Есть версии? Есть. Вот как раз Петр Петрович Семенов-Тяншанский, он был одним из первых, кто всерьез этим занялся. Он предположил, что название могло быть связано с долиной реки Джергалан. Джергалан. Да. Может, там почвы красноватые, или, скажем, осенью все так окрашивается. Он даже думал, что сама ставка, главный город Чигу, был не у озера, а именно там, в долине, где пастбища хорошие. Название как бы указывало на место. Интересно, то есть он связал название с конкретной долиной на суше. А как вообще поиски-то начались? Или легенды эти иссык-кульские, они как сюда вписываются? По сути, научные поиски начались как раз с Семенова. Это 1857 год. Он приехал на Иссык-Куль, был на мысе Карабулун, это у Тюбского залива. И вот там он очень внимательно слушал местные предания. Про затонувшие города. Именно. Легенды рассказывали о городах, которые ушли под воду. То ли колодец волшебный кто-то забыл закрыть золотой крышкой, то ли какой-то катаклизм или гнев богов на жестокого хана. И часто местом действия указывали как раз район Тюбского залива. Значит, легенды все-таки на дно указывали. А Семенов нашел что-нибудь, что это подтверждало? Кроме рассказов. Он к этому подошел как ученый, да? Местные жители ему показывали места в заливе. Говорили, что доставали со дна кирпичи, что волны выбрасывают иногда древние вещи. Например? Например, большой медный котел, такой, знаете, очень старой формы. Орудия какие-то. Семенов часть этих находок отнес к монгольскому времени, но допускал, что что-то могло быть и раньше, как раз сако-усуньское время. Но, несмотря на это и на легенды, он все же склонялся к версии про долину Джергалан. Из-за названия «Красная долина» и потому, что усуни-кочевники им пастбище важнее. Любопытно. То есть намеки на подводные руины были, а он все равно искал на суше, ориентируясь на название. Хорошо, а под водой-то что? Ведь не зря легенды туда указывали. А вот под водой как раз и случился прорыв. Только намного позже. В 1985 году археологи Макринин и Плоских, вот авторы книги, которую мы упоминали, они на дне Тюбского залива нашли остатки большого городища. Прямо там, где и легенды. Да. Именно там, где и Семенов слышал рассказы и где были эти случайные находки. Поначалу датировали первым тысячелетием до нашей эры. И их гипотеза была вот он, Чигу. Но постойте, первые тысячелетия до нашей эры — это же шире, чем время расцвета Усуньи, которые пришли во 2 веке до нашей эры. Как быть с этим? Совершенно верно. И вот тут самое интересное начинается. Стали копать дальше, то есть исследовать под водой, и оказалось, что находки на этом городище есть еще более древние. Эпоха финальной бронзы, ранние саки — это где-то 9-8 века до нашей эры. То есть до Усуней? Это было крупное сакское поселение, а уже потом, когда пришли усуни, оно стало их столицей.
и получила имя Чигу. А, вот оно что. То есть преемственность. Да, культурная преемственность на одном месте. Усуньи не на пустое место пришли. Они заняли важный центр, который существовал до них. Может, переименовали его. Это, кстати, довольно сильно меняет картину. Понимаете, динамика власти в регионе была сложнее. Получается, локация восточной части Иссык-Куля, Тюбский залив, остается самой вероятной. И для Сакского города, и для Усуньского Чигу. Да, на сегодня это наиболее обоснованная версия. Итак, давайте подведем черту. Затерянный город Чигу, столица Усуней, вот этот город Красной долины, он, скорее всего, под водой, в Тюбском заливе. И что еще важнее, это место было центром силы еще до Усуней, во времена саков. Это добавляет, конечно, глубины всей истории. Именно так. Поиски Чигу — это просто классический пример, как работают вместе археология, древние тексты и вот эти народные предания, легенды. И каждая деталь важна. Даже если что-то не нашли там, где ожидали, это тоже результат. Как говорили исследователи, это тоже шаг к пониманию. Загадка Чигу, она все еще не разгадана до конца. И вот какая мысль напоследок. История с Чигу ведь заставляет задуматься, а насколько часто вот такие древние легенды про затонувшие миры, города под водой, те же, что Семенов слышал. Может, это не просто сказки, а эхо реальных событий, искаженная память о катастрофах, об исчезнувших городах, чьи тайны теперь где-то там под водой.